Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Искусственный интеллект проникает все больше и больше в различные сферы деятельности человека. Не стало исключением и медицина. О том, как это работает и какие разработки ведут якутские ученые, мы поговорим с нашим гостем. Это научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Леонид Кларов. Леонид Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое медицинская визуализация и как давно она применяется, в том числе у нас в республике? Медицинская визуализация – это понятие широкое достаточно. Я ее рассматриваю со стороны лучевой диагностики. И медицинская визуализация является ключевым инструментом диагностики, играет первостепенную роль в выявлении заболеваний, в мониторинге лечения и в прогнозировании ее результатов. Как дисциплина она включает в себя радиологию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, включает в себя такие методы, как позитронно-эмиссионная компьютерная томография. В Якутии медицинская визуализация, то есть лучевая диагностика, мы вот в 2018 году отпраздновали юбилей, 90-летие. И немного могу рассказать про историю. В свое время Платон Алексеевич Аюнский, как ни странно, был тем человеком, который внедрил рентгенографию. И будучи народным комиссаром по здравоохранению, он в 1928 году изыскал деньги и привез рентгеновский первый аппарат. Это было в 1928 году. И второй виток развития лучевой диагностики был при Михаиле Ефимовиче Николаеве. Он совместно с Владимиром Алексеевичем Барановым и Николаем Васильевичем Лугиновым внедряли такие методы, как ОФЭКТ, ангиография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. В те времена это были такими точками развития в здравоохранении. И сейчас у нас, мы предполагаем, что это третья волна, третий виток развития лучевой диагностики. Это уже внедрение таких методов, как компьютерная томография в центральные районные больницы по всей нашей республике. Мы все поняли, что во время пандемии очень важна своевременная диагностика в ЛУСах, в центральных районных больницах. Поэтому у нас развертывается большая программа. Скажите, а с какой целью в медицинской визуализации используется искусственный интеллект? Какие задачи он помогает решать? Искусственный интеллект – это сквозная технология, которая проникает через множество специальностей, в том числе не осталась в стороне, а иногда и одним из первых областей внедрения в здравоохранение явилась медицинская визуализация. Сегодня искусственный интеллект, машинное обучение развивается очень быстро, и в частности в медицинской визуализации сейчас множество компаний ведут разработки проекты над разработкой интеллектуальных систем, которые внедряют свои возможности уже в сами аппараты, когда такие системы могут помогать мнению врача автоматически формировать отчетности, собирать какие-то количественные данные. И второй момент – это то, что в медицине сейчас накоплено очень большое количество данных, которые сами по себе они бесполезными являются, но обработка с помощью методов машинного обучения позволит нам создать какие-то более глубокие паттерны, которые нам позволят извлекать из этих данных полезные для здоровья пациентов данные. Продолжая тему, насколько я знаю, ваша команда работает над созданием программы машинного обучения, которая определяет пневмонию с вероятностью 92% на рентгенограммах. Расскажите, на каком этапе работы вы сейчас находитесь и о каких достигнутых результатах уже можно говорить?
Да, действительно, мы занимаемся. У нас есть группа инженеров и врачей, которые работают над этой проблемой. Наш проект начался с классической рентгенологии, поскольку этот метод очень доступный, распространенный, и на самом деле анализ рентгенограмм представляет сложности для начинающих врачей. И поэтому с этой целью мы создали такую группу, которая разрабатывает программы, такие приложения, которые помогают врачу в анализе рентгеновских данных, находят какие-то очаги. В данном случае мы закончили уже проект с пневмониями, которые с очень большой вероятностью находят пневмонии уже на сырых рентгенограммах. Также мы сейчас занялись проектом внедрения анализа на рентгенограмме сердечно-сосудистой системы, поскольку часть этих данных сейчас упускается, но искусственный интеллект может помочь врачам анализировать не то чтобы концентрировать внимание, а уже брать количественные данные и подсказывать врачу, есть ли у пациента патология, связанная с сердечно-сосудистой системой. А есть ли какие-то сложности, которые, может быть, предстоит в будущем решать при внедрении подобных программ в медицинских учреждениях нашей республики? И самое главное, как, по-вашему, их можно будет решить? Ну, это хороший вопрос, да, актуальный для нашей республики, потому что плотность населения в республике у нас очень низкая, и врачей всегда не хватает. Аппараты не могут работать без врачей, поэтому сейчас нашей администрацией, правительством принимаются правильные решения в том плане, что созданы архивы, центральный архив медицинских изображений, в котором мы можем просматривать изображения с любого учреждения. В нашей прерогативе стоит создание центра компетенций по рентген-диагностике, когда врач может удаленно описывать изображение. И вот связывая это все с большим потоком рентгеновских снимков, нам очень нужны будут такие инструменты, как система искусственного интеллекта, которые позволят врачу за раз описать много рентгенограмм, то есть ускоряется поток снимков. И проблемы, они, конечно, есть, но нас сильно очень поддерживает и Минздрав, и администрация больниц в этом плане. То есть сейчас создан фундамент, платформа, мы дальше на ней уже будем развиваться. А в каких еще областях медицины развивается искусственный интеллект в России, в частности у нас в республике, кроме области ранней диагностики онкологических заболеваний? Кроме онкологических заболеваний, у нас есть несколько команд, которые работают над различными проектами. В медицине я бы выделил проект команды Михаила Титова. Он работает совместно с IT-парком, с технопарком нашим. И у них очень есть хорошие проекты, которые связаны с фармакологической совместимостью лекарств, прогнозированием вспышек эпидемиологических. Это такие предиктивные модели, уже следующий уровень, когда искусственный интеллект будет автоматически определять, в каком регионе можно усилить работу врачей, в каком помощь врачей избыточна. Также у нас есть команды, которые занимаются над проектами по сопровождению пациентов по приему лекарств. В частности, вообще в мире, да, очень много проектов. Допустим, уже в Америке внедряются такие роботизированные аппараты, которые связаны с искусственным интеллектом и проводят минимально инвазивные операции. Есть аппараты, которые стоят в кабинете офтальмолога, полностью заменяют диагностику для врачей-офтальмологов. И запатентованные аппараты уже в FDA по определению заболеваний кожи. Вернемся к вопросу визуализации. Расскажите, пожалуйста, о ваших ближайших планах в этой области.
Ну, по визуализации мы хотим максимально охватить область классической рентгенологии, потому что метод очень распространен, в дальнейшем только будет увеличиваться потребность в системах анализа классической рентгенографии. Системы будут помогать врачам составлять заключения, потому что иногда разные специалисты, они приходят к разным выводам, и искусственный интеллект в этом плане может помочь количественно как-то подсчитать или обнаружить аномалии. И строить вообще количественные модели искусственного интеллекта, это наша перспектива. Дальше мы хотим, конечно же, совершенствоваться в визуализации в таких методах, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография. В общем-то, перспектив очень много, и спектр охвата достаточно широкий, поэтому тут очень большое поле. Ну и подытоживая, хочу задать вам вот такой вопрос. Как вы думаете, возможно ли распространение практического замещения врачей искусственным интеллектом в ближайшем будущем? И в любом случае, почему вы так думаете? Недавно этот вопрос был очень актуальным. Он задавался на различных конференциях, в медицинских конференциях, в научных конференциях. Это была очень обсуждаемая тема. Но сейчас уже есть мнение, уже выработалась такая общая траектория, что в ближайшем будущем такого невозможно будет достичь, потому что охват врача, который работает в клинике, он достаточно широк. И что касается искусственного интеллекта, не ясны пока причины постановки заключений, или искусственный интеллект не может объяснить какие-то свои умозаключения. А со стороны врача врач ставит заключение на фоне изученного анамнеза, объективного статуса, анализа. В общем, это большая совокупность факторов. И поэтому рентгенолог, вопреки мнениям, работает со множеством данных, кроме изображений. И в ближайшем будущем заменить врача все-таки не получится, как с точки зрения постановки заключений, так и с юридической стороны, поскольку машина не сможет на себя брать ответственность за, допустим, неправильно выставленное заключение. Леонид Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Медицина и искусственный интеллект. Об этом мы говорили сегодня с нашим гостем. Это научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Леонид Кларов. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.